ты долго жить, 100 лет, и вот то, что я вам дальше рассказываю, идите садитесь. Это купил бракованный, немножко подвел. Ну, понимаете, если... Да. Сейчас я посмотрю, дорогой, можно. Вы говорите. Я глубоко убежден, что человек, чтобы долго жить, он прежде всего должен обладать чувством любви. Первое. Вот горит, он же мой кас. Второе. Он должен любить природу. Равно. А любви будем говорить еще. Нет, подождите. Третье, он должен сам построить дом. Я 2 дома построил. Один уже здесь, в Подмосковье, самый лучший дом, где я живу. Я приглашаю вас, пассажир. Он еще долго будет жить. Я знаю. Вот эта женщина, которую я сказал, Это я неправильно сказал, что 90, мне 55. Да, по поводу воды, товарищи, я вам сказал уже, вот мои предложения, вы как депутат, во всех школах школьники должны отвезти с собой. Бутылка воды в течение 5 часов эту воду пить. Не будут пить камень, не будет много проблем. Здесь, ну там вы слушали, я на территории России, вот много военных конструкторов, много других. По школам, если профилактически, в многих школах мы ходили, в школах много детей с зубами, анемия, глисты. Если профилактически питание даем, это дети будут здоровы, нация будет здорова. А это люди не обращают на это внимания. Только скажут, деньги есть, деньги нет. Вот слушали, я когда Рамазан Абдуллатович написал, что хочу внедрить, но он написал министерство. Министерство народного образования, замминистра говорит, что от нас хотите, чтобы народ были здоровы. Идите в Минздрав. Я говорю, в Минздрав больными работает, а здоровый начинается с школьной скамьи. Да, вот будущее медицины это профилактически. Вы насчет воды поняли, да? Вот постоянно, ночью встали, в туалет пошли, приходите, обязательно пейте воду. Он разбавляет, дает энергию превращаться. По воде не буду дальше говорить, мою книжку будете скачать, пить. Так, второй дыхательный. Ну, сейчас все встают с места, будем заниматься дыхательной гимнастикой. Основа человеческого организма состоит первое дыхание, потом вода. Человек рождается, делает глубокий вдох, потом умирает видно. Энергия превращается с одним вид на другой. Я когда космонавтов лечил, мне подарили книгу, ну, насчет космоса, связь с этим. Есть зона мертвых душ в космосе. Кто кого-то умер, ваши родственники, вы видите, связь, ходите, все это. Поэтому сделаем вдох, задержим дыхание 10-15 секунд, полный выдох. Не закроем нос, не дышать. Не оба надо. Надо по 10 раз, ну я с вами по 2 раза сделаю. Кто может задерживать 1 минут, тест есть, его сердце здорово. Вдох. Выдох. Вот я гипертоник, давление 200. Я этим занимаюсь, измеряю давление снижается 150-140. Сахар снижается, если будете заниматься. Боли уходит. Вот сейчас кто-то здесь был, она подошла, я говорю, 5 раз сделай дыхание. Говорит, легче стало. Второй, насос. Надо 6-8 раз вдох, 1 раз выдох. Телевизор ваш ушел, да? Один защитил кандидатский, докторский защитил. Нигде так не показывает. Он что сделал? Вдох, руку поднимет до усталости, держите. До усталости. Полный выдох.
дождь это хорошо. Он взял вот так, группа сейчас где-то 60 человек, до сеанса, после сеанса измерял давление нормально. Стал доктором новым. Поняли, да? Следующий. До. Видно. Один нос днем хорошо дышит, другой вечером. Вот это вдох, это выдох. Это вдох, это выдох. Чтобы чистить на свои ходы. Нет, одну. Вот так держите и... Следующий. Будьте звук вот. Энергия пошла. Спасибо. Каждую перемену. Вот, смотрите. Китаи делают. Они делают динамическую гимнастику. Они сидят. А это сидят. Нет, надо учить. Я, в общем, сейчас меня везде приглашают. И Германия, и Иран, и все. Чтобы учить. Вот я работаю в Таджикистане, в деревне, моя санатория находится. Приехал с Германии врач. Он у меня лечился и говорит, меня научи. Я его научил. Методику. Когда ушел, дополнительно еще $1000 в карман положил. Оказывается, у них зарплата 15 000 евро у врачей в Германии. Так, когда я людям говорю, что вот с Германии пришел ко мне лечиться, как это? Там так развита техника. Я говорю, техника не решает проблемы со здоровьем. Правильно? Правильно. Вот я 25 лет в машине ездил. Однажды, когда поехал в сторону Кулабна, у нас дорога, где там жарко, я чуть-чуть уснул, хорошо, что нормальное место вас завышено. Потом дальше поехал, чуть 3 человека нет. Перестал уже ездить на машине. У меня сейчас машины нету. Последняя машина был ГАЗ-31. Разделили на куски, сиденье сделал качели, а этот остальные части сделал. Потому что когда машина, человек, все болезни начинаются. Я средний час 5, 7, 10 километров хожу. Переборщить нельзя. Вот, по-моему, здесь, в Москве, один день я 21 километр ходил, один сутки не мог вставать с места. Потому что виделся много молочных кислота, время нужно было остановить. Поэтому все в мире. Правильно? Да. В мире это нужно для организма, что нужно сделать. Упражнения для глаза. Это можно сидя сделать. Да, когда мы потеряем зрение, потом начинаем искать, где врать, где что, все. Опять-таки зрение зависит от причины. Там, как видите, у кого у вас всех телефоны есть, там на 3 языках моя система оздоровления написана. На русский, узбекский, можете снимать. И там написано, что сок, морковный, свекольный, тыквенный сок. 10-15 дней каждый квартал будете пить. Морковь восстановит зрение. Значит, лучше работать сердце. Свекла чистый кишечник, камни будет. Тыква другой. Там все написано, что вы делали. А сейчас 1 минут глаза вверх. Тяните вот так держите. 1 минут направо. 1 минут вниз. 1 минут налево. Вверх, направо, вниз, налево. Так, следующий. Надо вращать глаза по правой стороне. Вот такие движения. Потом наоборот. А сейчас светофор. Так, сейчас до 100 раз мигает. Обе ладошки поставьте вот так. И опять делите органы под глазами. Здесь вы чувствуете, как сокращается группа мышц. Один руку сюда, спереди, один сзади. Затылочный центр сзади. Сильно надавите. 1 минут держите. Сильно? Да, да. Перед глазами сейчас увидите черный, что здесь летает,
что-то вот у меня там разные дерьмышки появляются. И второй. Так, моя методика уже. У нас в Памире есть Чашмы Авж, родник, который со всего мира приезжают, люди 10 дней заходят в этот ванну и открытыми глазами стоят 3-5 минут. Все не могут туда поехать. Уже в течение более 10 лет я и в школах, в вузах, сейчас моя программа поддержал наше правительство. Буквально где-то в сентябре я был в Памире, 10 дней там провел. 10 дней хаджанты по школам, организациям, людей учить. И возьмете воду, вот так открытыми глазами будете держать 1-3 минуты. Потому что сухость, нехватка воды, много проблем с глаз появляется. Сырую воду, да? Сырую воду, да. От крана. Можете взять вечером дома маленький тазик, открытыми глазами держать. Сейчас все около компьютера, телевизора, сейчас не думают, завтра потеряют. Каждые 2 часа надо держать. Если дерево вода не поступает, высохнет. И у человека тоже так. От сухости много болезней начинается. Так, раньше, если головные боли смочили полотенце, держали, головные боли проходят. Клетки получают воду. Когда не хватает, боли появляются. Воздух и вода. Так, по два, это есть вопросы по воде и по дыханию. А глаза прям в воду опускать надо, открыть? Да. Не, если бы, вот сейчас я пошел туда, в туалет, да, я взял просто Подержал. Понятно. Вода заходит, лучше я стану видеть. Понятно. Да, давайте. Я каждому, вот по моей программе, потом задаю вопрос, ответы. У нас по программе в дальнейшем еще йога немножко, мантра йога я вам покажу. Потом смехотерапия, танцевальная терапия. И так, ну по травам буду говорить. А в конце, если хотите, аутогенная тренировка, 10 минут будете спать. Время есть? Нас не выгоняют, мы поздно начали. Я не в 3 часа, а поздно. Так. Так. Сейчас, давайте ваши. У меня вот такой вопрос. Значит, вы слышали о методе Друзьяка? Нет. Там вот, где по содержанию кальция определяется вот, качество воды. Нет, я это не знаю, потому что все знания человек не знает. Не все равно. Методика Вот, лежания. она сейчас задала вопрос насчет магния сульфат. В моей системе есть один раз в неделю 30-40 грамм магния сульфат. Разводите на литр воды, будете пить, он хорошо, ну у вас понос открывается, и желчный пузырь и печень чистится. Вот многие люди используют эту вещь. Вот ваш вопрос. Там надо фотографировать, я же говорю, система оздоровления, пожалуйста. Не знаю, по теме это или нет, как вы относитесь к дюбажу? Есть такой метод очищения печени. Ну вот, она уже это то ответила. же самое, да? Это один. Магния сульфат это как раз дюбаж, да? Я один, она знает, один у нас в штате, сейчас около 99. Ну мы всех почетные мы ходили вместе в бане, все. Он до сих пор больше 50 лет, когда я один раз консультировал, это магний употребляет. Когда был у нас звание, он и нашел ко мне, говорит, у тебя, наверное, дома есть. Когда, да, женщины периодически будете честны, желчный пузырь, все много ваших проблем решаются. У кого есть вопрос еще? Как часто делать это? Пожалуйста. Раз в неделю магния сульфат? Так, у вас телефон есть? Телефон. Действительно. Видите, там специально я там готовил, чтобы все снимали. Я здесь не могу много бумажки принять. Сейчас. Там написано, один раз в неделю. У меня по системе ежедневно, еженедельно, ежемесячно, каждый квартал. Поняли? Вот по такой системе. Я много на территории России, которые люди авторитетные, меня иногда приглашают домой. Как заходишь в кухню висит, они для себя сделали. Каждый день видит для своего здоровья, что делать. Заработался рефлекс, он уже будет делать. Вот, например, я выпускаю замш, это каменное масло, 65 макромикроэлементов вместо. Здесь, кто меня знает, 2 таблетки каждый день употребляю. Там золото, калий, кальций, магний, все препараты есть. А у вас, когда не хватает, потом туда ходите, сюда ходите. Надо комбинированно вот это вещи сделать.
Сейчас, пожалуйста. Как вы относитесь, Иван Павлович Немувакин рекомендует содовый раствор? Вот ваше отношение. Газонная сода. Спасибо. Там газеты не смотрели, я с Наумываком дружил, домой ходил. Мы долго спорили иногда, все. Он правильно все. Я лично вот соду периодически принимаю по моей рекомендации. Каждый квартал 21 дней чайная ложка соду на 200 мл утром, вечером будете пить. Я когда в реанимацию работал, без сознания больных доставили, мы определили кислоты щелочное равновесие анализ. И ставили капельницу соду, бикарбонат натрия. Через 2-3 часа приходит в сознание. Кашель убирает сода. Один итальянский врач написал, что я онкологический больных лечу только соду. Клизмы делят, ванны делят, там по соду много есть. Много сейчас брошюр есть. Поэтому Наумывакину я от него тоже много кое-что научился. И перекс водород. По перексам тоже расскажу, да, 2 слова. Вот перекс водород раньше люди не употребляли, только наружно. Я когда дружил, мы долго, я член много советов по народной медицине, и Наумывакин мне сказали, я даже как внутреннее делаю, это делаю. Я в Таджикистан приехал, напишу, больным надо пить по 10-20 капель, а аптекарь говорит, это врач дурак, что ли? Нельзя, там написано наружно. А сейчас уже поняли, некоторым такой схеме есть, капель до 40 и обратно. Я просто сделал 10 капель, добавляешь, он от себя вырабатывает атомарный кислород. Много ваших проблем, простой 1-2 капелька решаются ваши проблемы. Вот я, например, сейчас на себе вот перекс водорода это делаю работу. У меня боли, я просто растираю, боли проходят. Никто это еще не знает. Боли снимают хорошо, отеки снимают. Потому что кислород поступает через кожу, там восстановятся местные вещи. Это еще открытие, которые на себе я делаю вот эти вещи. Так, пожалуйста. У меня вот какой вопрос, доктор. Сейчас большое внимание уделяется лечению онкологических болезней. Но есть не менее серьезная вещь, это кисты. Кисты сейчас у очень многих людей появились, на почках, на других органах. Есть ли у вас какие-то методы борьбы с кистами? Вот это вот вопрос, который меня давно интересует. Так, я один секрет скажу, сейчас я номинал на получение Нобелевской премии. Я разработал, там есть замч. Немножко, нет, там другой там. Замч. Это принеси, пожалуйста. Скажи этому.